5G. Совсем скоро весь прогрессивный мир перейдет на сотовую связь 5-го поколения. В нескольких странах уже стартовали пилотные проекты по установке оборудования для работы 5G. Ожидание загрузки файлов и здравствуй переписка тостера и кофеварки и ошеломительная скорость передачи данных. Теперь видео 4К будет заливаться за секунды и можно будет разглядеть каждую морщинку любимого актера. Но может быть это не вся правда? Может ли быть, что 5G — это мощнейшее облучение всего живого сверхкороткими электромагнитными волнами? Может ли быть, что 5G — это гарантированное нарушение нервной системы, внутренних органов, убитый иммунитет, онкологические заболевания, катаракта, повреждение ДНК и так далее? Может быть прав Валя, который в выпуске о 5G надел таки шапочку из фольги, хотя шапочка не поможет, теперь нужно одевать скафандр из фольги. Или все эти горящие и спиленные вышки сотовой связи — просто паника необразованных бабушек, которым налили в уши с центральных каналов? Никаких исследований нет. Не так давно появилась мобильная связь, чтобы говорить, вот 50 лет исследований дали такой эффект. Давайте разбираться. Поможем Вале со ссылками на исследования. Начнем с малого и закончим выпуск самыми убойными версиями. Поехали! В ходе опытов было установлено, что радиоволны могут разрушить компас, который используют многие мигрирующие птицы и насекомые. Электромагнитное излучение способно дезориентировать насекомых, пауков и млекопитающих, а также нарушать обмен веществ в растениях. Одной из первых стран, где опробовали на практике сеть 5G, стала Голландия. Сразу после запуска оборудования в 400 метрах от вышки вымерли несколько сотен скворцов. Об этом как раз рассказывал Валя, приводя это как пример паники и подтасовки фактов. Но дело в том, что история со скворцами не единственная. На фермах в районе, где были испытаны мачты 5G, коровы очень странно реагировали на попытки включения вышек. Коровы паниковали целыми стадами, поэтому испытания в том районе власти были вынуждены прекратить. В швейцарской организации ProNature также выяснили, что вредное излучение повышает температуру всего тельца насекомого. Частота 2450 МГц, что соответствует диапазону связи 4G, уже сейчас используется в высокочастотной технологии защиты зерна от амбарных вредителей. А связь 5G будет работать на частоте гораздо более высокой, что может стать фатальным не только для пчел, но и для многих других видов насекомых. Сеть 5G использует частоты, влияющие на наши потовые протоки, принцип функционирования которых схож с действием антенн. Физик Пол Бен Ишай из Ариэльского университета показал связь между 5G и потовыми протоками нашего тела. Мы обнаружили, что потовые протоки работают как спиральные антенны. Потовые каналы были неотъемлемой частью механизма поглощения электромагнитной энергии в диапазоне 75-100 ГГц. Когда в тело проникают чрезвычайно короткие электромагнитные импульсы, в отличие от проникновения обычного электромагнитного излучения, происходит вот что. Движущиеся заряды сами становятся маленькими антеннами, которые повторно излучают электромагнитное поле и направляют его глубже в тело. Доктор Мартин Пол, заслуженный профессор в области биохимии и медицины в Университете штата Вашингтон, изучал беспроводное излучение и электромагнитное поле. Он провел революционное исследование, которое показало, как именно воздействие электромагнитного поля вызывает преждевременное старение и наносит вред человеческому организму, снижает способность половозрелого организма производить жизнеспособное потомство, нарушает работу мозга и сердца и даже влияет на ДНК. Ведь известно, что спираль ДНК выполняет роль спиральной антенны. Не так давно были изобретены интеллектуальные счетчики потребляемой энергии, которые передают данные в коммунальные компании в режиме реального времени с помощью интернета. Уникальной особенностью интеллектуальных счетчиков является то, что они излучают импульсные волны, а не непрерывные. Другими словами, они работают в циклах старт-стоп, посылая импульсные волны сотни тысяч раз в день. На одной из своих лекций доктор Мартин Пол утверждает, что существует 13 исследований, которые показывают, что электромагнитное поле импульсных волн, которые используются в 5G, более активно и опасно, чем электромагнитное поле непрерывных. Основная причина, по которой сотовые или мобильные телефоны более опасны для детей, чем для взрослых, связана с проникновением электромагнитных полей. Доктор Пол пишет: промышленность заявляет, что электромагнитное излучение обыкновенных СВЧ-частот проникает в тело только на 1 см.
Мы знаем, что это неправда, поскольку они глубоко воздействуют на человеческий мозг, на сердце и на гормональную систему. Есть 2 академических исследования о формировании катаракты у новорожденных телят, проведенные профессором Хессингом и его коллегами из Швейцарии. Когда беременные коровы пасутся возле базовых станций, телята рождаются с крайне повышенной склонностью к заболеваемости катарактой. Принцип действия фазированных антенных решеток для вышек 5G связи очень похож на принцип действия мобильных микроволновых установок или СВЧ-пушек, которые применяют для разгона демонстрантов. И в первом и во втором случае направленный луч, проходя через фазированные решетки, разогревает тела живых существ и способен влиять на их самочувствие и состояние здоровья. Марк Стил заявил: 5G — это система вооружения, ни больше, ни меньше. Она не имеет ничего общего с гражданскими телекоммуникациями. 5G не просто является мутагенным, но и вызывает мутации, которые унаследует следующее поколение. Это может иметь серьезные последствия для генетического здоровья всего человечества. На веб-сайте «Врачи за безопасные технологии» перечислены многие исследования, показывающие повреждения митохондрий, происходящие после воздействия электромагнитного излучения. Обычно мутации в ДНК сопровождаются развитием опухолей. Марк Стил утверждает, что 5G является канцерогеном первого класса опасности, хотя Всемирная организация здравоохранения, контролируемая Рокфеллерами, консервативно классифицирует вышки сотовых телефонов как возможный канцероген класса 2B. Онколог Ленард Хардел и его коллеги в течение приблизительно 10 лет исследовали воздействие 2G, 3G и 4G на образование опухолей мозга. Они обнаружили статистически значимое 1,5-кратное увеличение риска появления онкологии головного мозга с той же стороны головы, к какой обычно прикладывается мобильный телефон. Несколько страховых компаний, самой известной из которых является Lloyd's of London, попали в заголовки газет. Они отказались застраховать ответственность телекоммуникационного корпоративного конгломерата Big Wireless в случае подачи исков о нанесении вреда здоровью и возникновении иных претензий, связанных с Wi-Fi и 5G. Отчет по оценке рисков 2010 года этой страховой компании сравнивает беспроводную связь с технологией асбеста, ранние исследования которого были неокончательными, и только потом стало очевидным, что асбест вызывает онкологию. Многие крупнейшие страховые компании последовали примеру Lloyd's of London. По примеру современных спутников связи планируется раздавать и глобальную сеть 5G. 29 марта 2018 года Федеральное агентство связи США одобрило запуск 4425 спутников компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Якобы эти спутники будут двигаться на низких орбитах и применять фазированные антенные решетки, чтобы направлять микроволновые лучи на мобильные телефоны. Такие же решетки планируется использовать в наземных базовых станциях. Озвучивалась даже цифра в 20 тысяч спутников для связи 5G. Что касается фазированных антенных решеток, то их действие сравнимо с действием СВЧ-пушки. Это мы уже рассмотрели. По сути, мировые телекоммуникационные гиганты намерены создать глобальную микроволновую сетку, окружающую всю Землю. Организация «Международный призыв остановить 5G на Земле и в космосе» пишет: по крайней мере 5 компаний предлагают предоставлять 5G из космоса, используя 20 тысяч спутников на низкой и средней околоземной орбите, которые покроют Землю мощными сфокусированными управляемыми лучами. Каждый спутник будет излучать миллиметровые волны с эффективной излучаемой мощностью до 5 миллионов Вт от 1000 антенн, расположенных в фазированной решетке. 5G качественно и количественно отличается от 4G. Это не просто следующий шаг по сравнению с 4G. Это не просто новые вышки на расстоянии 150 метров друг от друга. Внедрение технологии миллиметровых волн означает целый ряд новых опасностей: болезней, исчезновение видов животных и растений, изменение ДНК живых существ. Но есть версия, которая многим покажется слишком фантастичной. Казалось бы, что 5G нужна не для пользователей мобильных телефонов, а для того, чтобы тостер и пылесос могли переписываться друг с другом. Но интернет вещей — это еще и так называемая умная пыль. Smart Dust — наноконструктивные металлокремниевые устройства непонятного назначения и от непонятных производителей.
Разработка смарт-пыли ведется уже очень давно, и о серьезных успехах в этом направлении пресса писала еще 20 лет назад, у которых на тот момент была одна проблема – передача данных на большие расстояния. Самые простые варианты смарт-пыли — это простые сенсоры и датчики, которые самопроизвольно включаются и выключаются и передают данные о своем месте пребывания. Однако есть разработки и посложнее. Например, еще в далеком 2015 году IBM сообщила о создании полноценного чипа размером 7 нанометров. Это в 1000 раз меньше, чем диаметр эритроцита. Следующий их чип должен был быть размером 5 нанометров. Правда, куда его собирались вставлять, IBM так и не сообщила. Наверное, в мобильные телефоны для вирусов и микробов. Кроме наноразмеров, корпорации работают и в других направлениях, например, в создании чипов, которые в качестве источника энергии используют окружающие их живые клетки. Также создаются чипы, которые заставляют те или иные типы клеток расти, заставляют те или иные клетки умирать. И это только вершина официального айсберга, поскольку создаются и микроскопические устройства, работающие в группе, то есть создающие внутри организма информационную сеть, способную выполнять те или иные задачи. Прибавим к этому то, что геоинженерия химтрейлов, наполненных металлическими частицами, уже обсуждалась и подтверждалась с высоких трибун. Таким образом, человечество будет полностью под контролем мировых банкиров и тех, кто стоит за ними. Представьте, что на этих микрочипах будут содержаться ваши банковские счета, страховки, паспортные данные, возможность взаимодействовать с государственными структурами и пользоваться гражданскими правами. При этом взаимодействие в рамках 5G, включая штрафы, любые виды наказания и давления, будет осуществляться практически мгновенно. Эти чипы смогут воздействовать на здоровье людей вплоть до летального исхода. Детальнее про чипы можно посмотреть в этом нашем выпуске. Может быть, поэтому внедрение технологии 5G так важно для мировой элиты.